Бизнес, правую руку поднимем, повторим. Бизнес – это ответственность. Это обязательство. Бизнес – это не дружба. Это не родственные отношения. Бизнес – это ответственность. Вы понимаете, это очень настолько важная вещь. Если я делаю бизнес, я беру на себя ответственность перед сотрудником, перед партнером. Я должен своевременно делать свою ответственность. И никому не интересует, почему мне тяжело, почему не получается. Извини, не можешь делать, тогда, пожалуйста, скажи об этом, что я не по силам. Так что не бери то, что у тебя не по силам. Бизнес – это ответственность. Бизнес – это не отношения. Запомните мои слова. Где вы в бизнес вы подходите как родственник или как друзья, вы много теряете. И, знаете, себя мучите, других замучите. И ничего хорошего от этого не выходит. Поэтому надо стараться, чтобы вот так не было. Бизнес – это ответственность. Это не отношения, это ответственность. Это не родственные отношения. Бизнес – это обязательство. И надо выполнять свои обязательства. Перед партнером, перед клиентом. Клиент вам деньги платит. Пожалуйста, делай так, чтобы он был в восторге от того, что ты сделал. Это ответственность. Вы родственникам, друзьям можете сказать, ну давай завтра, давай послезавтра. А бизнес не должно быть такое. Надо научиться иметь бизнес-культуру. Почему в Европе, Америке бизнес идет правильно, а Азии нет? Почему? Почему ни в одном мусульманской стране нету нормальной промышленности? Почему? Потому что они говорят одно, делают другое. С ними договариваешься так, пойдет и начнет тебе другое рассказывать. Утром разговаривал одно, вечером видишь, что он по-другому. Это какой-то непонятная вещь. Надо от себя начинать. Если вы учитесь у меня, ребята, начните от себя. Станьте серьезными ребятами. Станьте такими людьми, которые, знаете, с вами было удобно работать. Легче было работать с вами. Если с вами удобно работать и легче работать, значит, у тебя есть бизнес-культура. А когда у тебя есть бизнес-культура, и это все равно распространяется. И партнеры появятся, люди появятся. Понимаете, я начал себя очень жестко воспитать. Очень жестко. Куда бы ни лечу, люди мне куча бизнеса предлагают. Даже очень богатые люди мне предлагают. Я внимательно слушаю. Есть у меня друг, который мне говорит, я хочу тебе купить хотя бы 2000 машин, и отдам в Москве, открывай, компания говорит, такси. Он миллиардер. Я говорю, ты знаешь, я пока этим заниматься не хочу. Он говорит, давай я тебе 2000 машин куплю, дам, ты просто смотри на них. Просто у тебя, говорит, возможность, есть команда, есть офис. Я говорю, знаешь, ты вложишь, это же ответственность. Я не хочу такую ответственность. Я говорю, мы с тобой друзья, и если я вижу, что это мне необходимо, я тебе скажу. У меня есть люди, которые мне говорят, я хочу с тобой вложить $5 миллионов, давай вместе работать. Я говорю, нет, подожди, если надо будет, я скажу. Потому что это настолько важно, это ответственность, понимаете? Это очень важно понимать. $100 или 5 миллионов – это одна и та же ответственность. Если ты точно не понимаешь эти вещи, не делай. Бизнес-мышление надо иметь. Бизнес-мышление делает вас сильным человеком. И люди сами найдут вас. Многие хотят с вами работать. Но если у вас нет бизнес-мышления, и вы вот утром один, обед другой, ведь завтра совсем другой. У вас нет четкий порядок. Да, иногда бывает, что что-то такое не получается. Иногда бывает заболевание, иногда форс-мажор. Но если ты меня хитришь, сам специально делаешь, извини меня, пожалуйста, это не судьба. Так? Да. Есть вещи, которые, да, от Аллаха зависят, от судьбы зависят. Я понимаю, здоровье подвел. Но есть вещи, которые, извини, можно же звонить, предупреждать, если даже заболел. Или нет? А вот это не судьба, телефон поднимать, позвонит. А вот посидит, обсудит, говорит, что не получается, это не судьба. Можно же нормально посидеть, поговорить. Так? Вот это очень важный момент. Научите себе бизнес-мышление. Тогда у вас будет...
порядок, дисциплина будет. Вы должны время, деньги больше выбрать для себя. Если вы не начинаете это делать, вы будете просто обратно попасть в это суета, водоворот, у вас мозг не успевает думать. Я повторяю, вы не успеваете думать, поэтому ваша задача сейчас над собой больше работать. Вот этот год, давайте этот год заладим, можно сказать, наладим фундаменты и закрепляем железобетонными. Уловили? Поэтому этот год мы должны больше работать над собой. Кто меня понял? Над собой. Вы не переживайте за результаты бизнеса. Я больше беспокоюсь о вашем мозге, чем о вашем бизнесе и деньгах. Потому что ваши мозги стоят больше капитал, чем все ваши обороты в бизнесе. Все то, что у вас в голове находится, она является самый дорогой актив. И о нем надо больше всех заботиться. Когда сейчас у вас формируется ваше сознание правильно, и видите эти деньги, которые у вас в компании есть, вы их сделаете всего за 1 год больше, чем за всю вашу жизнь. Я повторяю, вы за 1 год вы будете зарабатывать больше, чем за всю вашу жизнь. И вам надо это понять. Поэтому, когда вы начинаете бросаться на это, можно сказать, суету и на этот водоворот, это постоянная операционка, вы не растете. Вам на самом деле кажется, что как будто тот важнее. На самом деле не так. Вы 1 раз должны в голове пройти маршрут, это путь многократно, чтобы ваш мозг это видел ясно и понятно, и не паниковал, и эмоционально пережил это. Через эмпатию, то есть он пережил его все полностью через себя, а потом этого он копирует, поставляет, вот она, поставляет его потом. Когда я людям говорю, иди учись, именно это я понимаю, почему это важная вещь. Они это не видят. Они думают, что вот если много работают, больше будут результата. Разве не видите, что на улице люди иногда 30 лет, 40 лет, 50 лет работают, еле себя обеспечивают? Разве вы это не видите? А вы знаете почему? Потому что у них времени нету думать. Они устают, вечером приходят домой и просто ложатся спать. Утром встают, опять на работу. Над собой работай больше, чем над своим бизнесом. За 1 год. Вот увидите. Просто это напишите себе где-нибудь эту фразу и потом проверьте, Давлат вам правду сказал или нет. За 1 год наступит момент, когда ты будешь зарабатывать больше, чем за всю твою жизнь. И ты это потом поймешь. Насколько это был важнейший поворот твоей судьбы. Это самый важный день твоей жизни. И этот день наступит. Но проблема в том, что мы думаем, что если я туда не пойду, что-то нет, откуда будут деньги? Нет, успокойся. Твой капитал, вот он здесь. Он должен созревать. Созревать. Он должен созревать. И тогда он начинает видеть, как эффективно делать, как меньше ошибками делать, как структуру создать, как систему создать. Он начинает понимать абсолютно по-другому. Он выбирает те стратегии, которые, знаете, раньше, вот потом назад смотришь, ты думаешь, как я мог так делать? Я назад смотрю на 10 лет назад, 2009-2010 годах или 2011 годах, смешно, думаю, блин, как я мог так делать? Потому что не был такой мозги, как сегодня. И поэтому пытаюсь это все довести до вас.